Раз, два, три. Сегодня хоть и не 1 сентября, но настоящий праздник знаний в стенах новой школы. Первый звонок вместе со школьниками, а с ним старт занятий дает глава региона. В селении этого события ждали давно. В районе новостроек Троицкого Альма-Матер на 540 ученических мест начинает свою работу с ярких выступлений. Поздравить с долгожданным открытием объекта и пожелать успехов в учебе приехали первые лица региона. Выступая со вступительным словом, руководитель субъекта отметил, что селение планомерно развивается. Открытие соцучреждений – часть этого развития. Уже это 6-я школа, я так понимаю, сельское поселение Троицкое. По параметрам, то есть нормативам, мы обеспечили уже школами, то есть учебными местами для учеников сельское поселение Троицкое. Но главное то, что ведущая перечислила, я опять же говорю, вы знаете, вот и кабинет химии, и труда, и вот все информатики. То есть мечта называется в свое время, кто учился пораньше, наверное, учителя понимают, да, вот бы нам такие школы в нашем детстве. И вот смотрю, актовый зал, ну, не каждое такое хорошее поселение, поселок, городок может похвастаться таким актовым залом. У нас во дворе стадион, пусть мини-стадион, но все-таки воркаут, площадки, выйти, заниматься, спортзал. То время, когда президент принимал решения по нацпроектам, они не только там образование, там и демография, и развитие сельских поселений, там много указов. Но было понятно одно, что школы – это очень важно, и детские сады. Вот у нас около 50 более детских садов за 5 лет. Это великолепно. Но самое важное и не менее, я, конечно, понимаю, ученикам здорово будет. Вы будете радоваться, радовать учителей, мам своих, пап своих, своими знаниями, успехами. Я вам скажу, что построив вот эти объекты, мы еще дали более 4000 рабочих мест. Старайтесь, думайте, творите, идите вперед. В ваших руках все. Вопрос строительства общеобразовательных учреждений на постоянном контроле держит глава республики. По словам Махмуда Али Калиматова, такие новые современные учебные объекты помогут улучшить качество образования наших детей. К слову, школьники уже успели их оценить. Наша школа была меньше, но это больше, намного больше. Еще там вообще почти не было кабинетов, а тут все кабинеты. Мне все здесь нравится. И спортзал красивый, большой, там и футбольное поле, есть баскетбол, можно поиграть. В школе построены в год семьи, созданы все условия, соответствующие высоким стандартам. Учебные классы оснащены в полной мере для эффективного образовательного и воспитательного процесса. А именно так выглядит спортзал, о котором говорят все школьники. Большой, просторный и со всеми необходимыми принадлежностями. Именно здесь у них начнется спортивное будущее. А это самое главное, считает глава региона. Махмуд Али Калиматов оценил возможности и условия в новой школе, которая построена по национальному проекту образования. Бирыш не объяснишь. Понимаешь, он понимает, что старшие все сделали как нужно. Поэтому доверие у нас к ним. Я знаю, что ты-то очень правильный парень, строитель, подрядчик. Но все равно, в остальном вентиляция, все есть, да? Хочу поблагодарить подрядчика, министерства. Место для строительства школы тоже выбрано не случайно. Это район новостроек. Проблема недоступности объекта образования стояла остро для массива. Учебный объект был очень необходим, потому что это новостройка. Здесь очень много новых объектов строится, домов. И от начала, вот прямо от начала первых дней, прям у нас записано было 240 детей. Сейчас у нас их в данное время 265, просто только с одного нашего нового
микроучастках. Как сама школа нравится? Школа очень хорошо построена, все у нас есть, оснащение отличное у нас, кабинеты у нас. Мы очень благодарны за эту школу. Большой актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, гардеробный. На строительство объекта было выделено порядка 600 миллионов рублей. Сегодня новая школа не просто место, где обучают. Для педагогов много рабочих мест. Хочется поблагодарить всех, кто был задействован в строительстве, в открытии данного учреждения. Также хочу подчеркнуть, что для наших детишек созданы все условия, только учиться остается нам. Все есть, вот все, как все должно быть в новых школах. Руководитель республики отметил, что благодаря нацпроекту образования и другим федеральным программам за последние 5 лет в Ингушетии открыли более 40 и отремонтировали 35 школ. Цель – ликвидация двухсменного обучения. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. В общем, сегодня праздник, а уже завтра учебные будни в новой, современной школе. Хава Гагиева, Акрамат Даскоев, Башир Тариев, Магаз 24.